дуруд ба шумо бинандагони гиромии телевизиони варзиш. гурӯҳи эҷодии мо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе ҳузур дорад. ин варзишгоҳ шоҳиди бозиҳои ниҳоят ҷолиби футбол дар таърихи футболи тоҷикистон гардидааст. оё медонед ки ин варзишгоҳ кай сохта шудааст ва ба истифода дода шудааст? соли 1939 оғоз шуд вақти сохтмони ин варзишгоҳ ва соли 1946 ин варзишгоҳ ба гӯем дастаҳои футбол супорида шуд, яъне сохтмонаш ба анҷом расид. ҳамон вақт ин варзишгоҳро бо номи варзишгоҳи республикавӣ ба номи Фрунзе ном гузоштанд ва дастаи энергетик ва баъдан Помири Душанбе ки дар чемпионати СССР бозӣ мекард, дар он бозиҳои худро барпо менамуд. аз ҳама бештар ҳам маҳз дастаи Помири Душанбе бозиҳои худро дар ин варзишгоҳ гузоштааст. баъд аз ин дар ин варзишгоҳ дастаи Ситораи Душанбе, баъдан варзоби Душанбе ва Химаи Душанбе ҳам бозиҳои худро барпо карданд. ҳоло дар ин варзишгоҳ дастаи Истиқлоли Душанбе ва ҳамчунин дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон машқу тамрин мекунанд ва бозиҳои худро барпо менамоянд. оё медонед ки охирин маротиба футболбозони машҳури Помири Душанбе дар ин варзишгоҳ кай бозӣ карданд? пас бидонед, 25 октябри соли 2014 бо ташаббуси Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин варзишгоҳ ситораҳои футболи Тоҷикистон аз бубахшед на танҳо Тоҷикистон, балки Помири гузаштаи мо, Помири овозадори мо дар ин ҷо ҷамъ омаданд ва бозии дӯстонаи худро бо яке аз дастаҳои беҳтарини СССР Спартаки Москав баргузор карданд. имрӯз барномаи як таърих дар бораи дастаи Помири Душанбе, инчунин Спартаки Москав, бозии онҳо ва инчунин мусоҳибаҳои худро бо номдорони футболи Тоҷикистон бо номи Помири Душанбе ба шумо пешниҳод мекунад. бозӣ ҳам шурӯъ шуд. дар айти дастаҳо ин бозингарон ҳунарнамоӣ карданд. Помири Душанбе, Андрей Манаников, Станислав Карасёв, Ҳаким Фузайлов, Олимҷон Рафиков, Анатолий Воловоденко, Алексей Чередник, Владимир Ермолаев, Абдуғафор Юлдошев, Владимир Ғулумҳайдаров, Сергей Алейников, Вазген Манасян, Валерий Турсунов, Муҳсин Муҳаммадиев, Рустам Забиров, Шуҳрат Муҳаммадҷонов, Сулаймон Бобукалонов, Алиёр Ашурмамадов, Владимир Далганов, Наримон Палабуюк, Алек Ширинбеков, Умед Алидодов, Азамат Абдураимов ва Александр Пилюгин. Сармураббии даста Шариф Назаров. ҳайати Спартак чунин буд: Руслан Нигматуллин, Дмитрий Хлистов, Юрий Кофтун, Борис Пазняков, Рамиз Мамедов, Вагиз Хидаятуллин, Владимир Букиевский, Сергей Шавло, Валерий Кечинов, Георгий Ярцев, Валерий Шмаров, Андрей Пятницкий, Эдуард Мор, Олег Кужлев, Юрий Гаврилов ва Олег Романцев. ҳамчунин сармураббии ин даста Олег Романцев буд. собиқ ситораҳои футболи шӯравӣ ба синну соли худ нигоҳ накарда маҳорати баланд ба хусус техникаи хуби бозӣ нишон доданд. нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт. ҳисобро дар дақиқаи 4 Валерий Кечинов боз кард. баъди 6 дақиқа голи дуввуми Спартакро Георгий Ярцев ба самар расонд. баъдан ҳамлагарони Помир Муҳсин Муҳаммадиев дар дақиқаи 18 ва Азамат Абдураҳимов дар дақиқаи 24 ҳисобро баробар карданд. қисми дуввуми бозӣ мисли қисми аввал бо натиҷаи 2-2 мусоҳӣ ба поён расид. ду голи москавиҳоро Муҳсин Муҳаммадиев, ки баъд аз ҳунарнамояш дар дастаи Помир ба ҳайати Спартак пайваста буд, бозӣ карда дар дақиқаи 37 ва 57 ворди дарвозаи Помир намуд. голҳои Помирро Азамат Абдураҳимов дар дақиқаи 60 ва 69 ба ҳадаф расонд. новобаста ба синну сол футболбозон дар майдон бо ҳунару техникаи олии хотири мухлисонро шод карданд. дар ин вокори ду бозигари Помири Душанбе Азамат Абдураҳимов ва Муҳсин Муҳаммадиев хет-трик карданд. Большое спасибо Федерации футбола, российскому посольству за организацию этого прекрасного матча. Ностальгия, такая ностальгия, которая, наверное, в жизни она раз так бывает, да? Праздник, который сегодня организовали,
для болельщиков футбола, для вообще Республики Таджикистан. Это незабываемый день. Хочу всех любителей футбола поздравить с большим праздником. Я думаю, что это сегодняшний матч. Еще раз это движение вперед в нашем футболе, потому что Федерация футбола, мы стоим на правильном пути. Я думаю, наши все успехи и победы в ближайшее время, так что надеюсь, в ближайшее время все победы будут. Спасибо, спасибо. Рахмати галон, хама мухлисоба, мон, рахам катар соло гузаштаги 25 сол. Пеш мо высшей лиги чемпионат СССР бромада бидем. Ҳозир омадем ки ҳам хеле хурсанд шудаи ки ин қатар одам омада моона ҳама медонист асоли ҳаёташон мондаги. Барои ҳамин мо действительно приятно. Я думаю, это сегодня был большой праздник большого футбола. Любители футбола давно, наверное, не видели тех людей, которые прославляли наш футбол, таджикский и советский «Спартак». То есть сегодня был большой праздник. Я думаю, болельщики получили большое удовольствие от сегодняшней игры. И самое главное, я видел много детей, которые было что посмотреть и чему научиться. Это большой толчок на развитие таджикского футбола. این ورزشگاه پر از مخلصان فوتبال بود. همه مشتاقان دسته پامیر دوشنبه به اینجا آمدند تا از ستاره های گذشته فوتبال تاجیک بار دیگر بهره برند. هرچند سالهای زیادی گذشته بودند، اما ملکه مورد بازی فوتبال بازان دسته پامیر این سپارتاک مسکو هم تغییر نیافته بود. در آنها تکنیکی بلند احساس می‌گردید. با یک گفتم ممکن است که کفکوبی نهایت زیاد ما آنها را استقبال گرفتیم و بعداً یک جایه به دره الماسی با آن جایی که دسته پامیر دوشنبه مشق‌های تمرین‌های خود را برپا می‌کرد سفر کردیم. آنجا ما با تقریباً با همه فوتبال بازان مصاحبه انجام دادیم که پیشکش شما می‌گردد. Мир? Мы там столом. Все, мы компания. فوتبالبازانی که زمان از باد و هوای مساعد الماسی نفس کشیده لذت برده بودند با طبع بالیده به اینجا آمدند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای یادمان باقی ماندن این لحظه ها فستیوال فوتبالبازان و دلباختگان را تشکیل کرد. صمیمیت و محبت وطن احساس می‌گردید. صدها توپ‌ها با امضای فوتبالبازان نامی پامیر دوشنبه به کودکان سپرده شدند. اولین مصاحبه ما را با محافظتگر Олимджон Рафиков انجام دادیم. Где сейчас работаете, где вы живете? Сейчас в Казани обустраиваюсь, строю дом, перебираюсь. Дети перебрались. Жил в Набережных Челнах. Сейчас в Казань перебираюсь. Вот дом начал строить. Не работаете? Соответственно, нет, работаю на стройке. На стройке? Да, да. А футболист переквалифицируется, да, какой-то Ну, инженера? жизнь, но мы сейчас живем ради детей. Нам надо будущее детей думать и не о себе думаем. Конечно, хотелось бы где-то быть в футболе, но если жизнь как бы разворачивать, то надо искать пути выживания. И чтобы мы ради детей, вот поэтому и переехали за детьми в Казань, хоть тяжело там, конечно. А? Строимся, все. Ну, жизнь всегда, она и трудности, и радости есть. Спасибо. Желаем вам успехов. خب دوستان گرامی اینجا می‌بینیم ولوودینکا، اینجا می‌بینیم دالگانوف، در اینجا همه ستاره‌ها هستن و می‌بینیم به نزد آناتولی ولوودینکا. Анатолий, салам алейкум. Здравствуйте. Наша камера. Сколько лет уже не были в Таджикистане? Ну, лет 10, наверное, не был. В прошлый раз мы тоже ветеранами приезжали, но это где-то 10 лет прошло уже. Вот 10 лет родину не видел, вот приехал, понравилось, впечатляет. А счастье, что это ваша родина? Конечно. Родина, она одна, другой не бывает. А с кем вы имеете связь? Здесь родни есть? Да, сестра здесь у меня двоюродная, друзья остались еще.
Вот как бы хотел повидать их тоже. Вот через 11 лет вы приехали в Таджикистан. Как вы увидели наш город Душанбе, столица Таджикистана? Ну, как бы еще не совсем я увидел, мы только вчера прилетели, сегодня вот только выехали, увидели, да, как вот с первого взгляда изменилось, конечно, к лучшему, да, вот сейчас вот футбольную школу организовали, детей очень много, очень приятно, это очень радует. Может быть, когда-нибудь кто-то и заиграет большой футбол. А знаете как, вот говорят хохол, хохол это что такое? Не знаю, еще по молодости, как в команду пришел, как бы, наверное, по фамилии назвали Хохол, вот и зовут себя Хохол. А уже вы связаны с футболом или нет? Уже все закончили? Нет, я работаю в другой сфере, как бы, с футболом. В какой сфере, если не секрет? Ну, в фирме, в волейбольной фирме в Москве работаю, как бы, а с футболом только за ветеранов играю. Футболист стал волейболистом, так получается? Там так жизнь получилась, жизнь заставила, что сделаешь. Отсюда уехали, надо где-то работать. Так получилось, что работу вот такую нашел, там работаю. А где вы живем, говорили? В Обнинске под Москвой, 70 километров от Москвы. А как совете обстоятельства? Дети уже взрослые? Взрослые, да, уже институт закончили, ну, уже с мальчиками живут, как сказать. Еще не женились, но уже. Ага. Какое ваши пожелания для наших зрителей, те, которые вас знают? Ой, большое огромное спасибо, кто нас помнит. Еще, наверное, это большинство людей Таджикистана. Очень приятно было в свое время поиграть, очень теплый прием. Ну, хотелось бы сказать, чтобы не забывали нас и помнили. Спасибо. دوستان گرامی اینجا چخیلی که من گفتم همه ستاره ها هستن و ما امروز امکانیت رو استفاده برای برای که وقتی اونها هم تنگ است نو اومدن ما با اونها نو صحبت میکنیم و نو میرن با میدان میرن و فوتبال بازی میکنن در اینجا حالا ببینیم بد رستم زبیروف رو میکنیم رستم زبیروف خب دوستان صحبت میکنن رستم زبیروف سلام علیکم تلویزیون تاجیکستان است با زبان تاجیکی حرف نمیزنم من فکر میکنم شما نمیگید با زبان روسی یا تاجیکی اینجا دوربینی ما اینجا است давайте по-русски давайте Рустам Забиров ما دوستان گرامی در حقیقت رستم زبیروف رو حالا فراموش نکردیم فراموش هم نمیشه چون که تاریخ است где вы сейчас живете какие обстоятельства что нового у вас сейчас я живу в республике Узбекистан, да, там работаю. Высшей лиги, главным тренером работаю. Какую команду? Да, этот Кызылкум, Заравшан. А на каком месте сейчас эта команда? Ну, они сейчас где-то, мы закончили, еще 2 тура осталось, мы на 10-м. А как семейство обстоятельства? Дети? Да, 2 дочки у меня, ну, они здесь учатся в Славянском университете. То есть вы здесь еще живете? Да, да, родители здесь, я сюда приезжаю. Я там чисто только как бы работаю. А, работаете здесь, когда в последний раз были в Душанбе? А вот месяц назад у меня дочка замуж уходила, здесь сделали свадьбу, вот, кстати, в Хаяте. Ну, мы узнали, что вы приезжаете, наверное, скажите еще раз, когда приезжаете, чтобы зрители к вам подошли, автограф хоть получили? Не, ну, обязательно буду говорить. Автограф, что автограф? Автограф надо у великих вот звезд брать, а мы люди поскромнее, конечно. Вы рады, что вот всех футболистов увидите? Не, я, конечно, вот кто организовал вот это, я очень хочу сказать спасибо, что всех своих ребят, с которыми мы играли, вот, сколько лет уже, больше 20 лет мы не виделись, это все родные, все люди, ребята, и спартаковцы, с которыми мы играли против них, мы все общаемся, ну это кто организовал, ему только надо поклониться, он молодец. Честно говоря, я очень, даже вот к организаторам сам подхожу, говорю, вы большое дело сделали. Такие матчи надо делать для того, чтобы молодое поколение росло на этом. Чтобы они знали, да, что были такие футболисты, что были это. спасибо دوستان گرامی معذرت میخوام که من در یک حالت با اینها مصاحبه میکنم چون که وقت برای اینها تنگ است از این خاطر من میخوام هر چیزتر یرمالایف با فکرم یرمالایف رو ببینم سلام علیکم خوش اومدید به تاجیکستان добро пожаловать в Таджикистан Спасибо. давно вы не были в Таджикистане 25 лет. 25 лет Да. Вот будет в июне 25 лет будет следующего года. Ну, будем говорить, 24 не был. а не соскучились по Душанбе Очень сильно соскучился. Я всегда рвался сюда. Я очень рад, что я здесь нахожусь. У меня душа поет. когда последний раз 25 лет тому назад были, а здесь родственники нету? Есть
в Турсун-Заде у меня две сестры живут, родная и двоюродная. Вот завтра я хочу съездить их навестить и родителей навестить. Ну как Душанбе увидели вы после 25 лет? Ну, я еще, в принципе, еще так по Душанбе не ходил, но то впечатление, когда мы вчера вышли вечером, вот эта новая гостиница на Комсомольском озере, вот это стадион новый, все это новые пасы, это вообще, это красота такая неописуемая. Но я так думаю, что мы еще походим по тем местам, где мы часто бывали, где я жил, я на Путовском жил, у меня квартира была вот эта, рядом с домом писателем, я так хочу там побывать. Ну, короче, у меня... Я пою, мне хочется везде побывать, везде побывать. Понял. А где работаете-то? Есть профессия какой-то? Футболист чем-то занимается? Ну, я занимался там, детьми занимался, взрослой командой занимался. Ну, сейчас там очень сложно стало с финансовым тоже, как и везде, наверное. Ну, а я такой, я не могу ходить там, ну, если люди не поворачиваются, не ходят где-то. Вот. А так сейчас в школе с детьми занимаюсь, чисто не в спортивной, а в Славянске на Кубани, Краснодарского края. Уже дед? Дед, да, внук и растет. В 3-й класс пошел. Ваши пожелания зрителям, нашим зрителям, которые вот вас смотрят, вот сюда смотрите на камеру. Я хочу всех поблагодарить, всех, кто это организовал, поблагодарить зрителей, кто нас смотрит, в их лице болельщиков, которые всегда были с нами на протяжении, вот сколько я здесь играл, мы на протяжении 12 лет, которые болели за нас, которые переживали за нас. Я хочу пожелать им всем здоровья, счастья, детям, дедушкам, бабушкам и всего-всего самого-самого хорошего. Спасибо вам, тоже желаем и успехов. Будьте добры, вот этот человек, я не знаю, это... Какой? Вот в середине. Вот это? Да. Это Алексей Чередник, олимпийский чемпион. Бачо, достоны гироми, билет хама бозигарони помирис додан, ҳамаш чемпиони олимпия инҷо ҳаст. Ба фикр мекунам ки аз байни онҳо агар шуморо гӯям ки ёбед киё мекобед кани як бубинед суратро нигоҳ кунед кадомаш чемпиони олимпия аст инҷо Чередник. Алексей Чередник, мо бо дар Москва тақрибан 10 сол пеш вохӯрда будем. Ҳоло Алексей, добро пожаловать в Таджикистан, в родной край. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Прекрасные воспоминания, прекрасное настроение. Приятно встретиться с людьми, с городом, с базой, где было проведено много времени. Так что только положительные воспоминания. Вы город еще не видели? Видел вчера вечером, специально прошелся по тем местам, где я родился и вырос. Часа 2-3 побродил по этим местам. Честно говоря, ностальгически очень было приятно вернуться после 32 лет. Я уехал в 82 году, поэтому... А кто-нибудь у вас здесь живет? Нет, у меня никого не осталось, все уехали. Родители уже умерли, так что... Живем в Украине еще? Да, я в Днепропетровске, я живу в Днепропетровске. А чем занимаетесь? Я селекционер, главный селекционер «Шахтер Донецк». В Донецке, да? Да, «Шахтер Донецк», да. Да, очень рад. Будьте добры, вот давно не виделись с футболистами Памира, которые вы играли когда-то? Ну, конечно. Я последний раз вообще был в Душанбе в 91 году. Это с тех пор я... А с ребятами, с некоторыми, как я уехал в 82 году в команду «Днепр», и с тех пор мы не виделись. С Валерой Турсуновым, в частности, Володя Ермолаев тоже. Так что вот 32 года не виделись с ними. Поэтому приятно встретиться и вспомнить старые добрые времена. اینجا ببینید بچه‌های پومیر چیزی میگن نمیدونم ممکن لطیفه میگن بیاید با دوره اینا همراه میشیم اینجا با فکرم یوری دالگانوف چیزی میگه بیاید نزدیکتر بریم ولادیمیر دالگانوف ببخشید خیلی سال‌ها گذشتن فراموش بشه خب а что вы говорите? Я рассказываю им анекдот, да. Ну, так, 40-летней давности. Немножко... Пожалуйста, вот пусть наши зрители тоже... Не, вот такой анекдот, что... Ну, какой анекдот рассказывали? Вот именно анекдот какой рассказывали? Такие взрослые анекдоты, на самом деле. Хорошо. Вы извините, будьте добры, сколько лет в Таджикистане были? 22 года. 22 года не был. Сейчас где вы живете? Я живу в Краснодарском крае. Вот, там, непосредственно в Московском районе. Ну, хорошее место. Это копия, как в Таджикистане. Вот именно, да, вот Варзобское ущелье,
Рамицкое ущелье. Вот такое. В семье место. все нормально? И В дети, семье внуки? хорошо. Дети, взрослые, внуки, 2 внуков по 7 лет обоим. Играют тоже в футбол. Вот. Вот с каким чувством вы приехали в Таджикистан? Вы знаете, с чувством гордости приехал сюда, что мне не больно сейчас за свою родину. И она считает на самом деле, что это моя родина. Я прожил здесь 40 лет. И поэтому я считаю, мне с чувством достоинства, с чувством гордости за свою родину, что сейчас, например, в моей родине, и раньше было не стыдно принимать, например, любых гостей, хоть с Запада, хоть с России, но сейчас, тем более, начала страна развиваться и в лучшую сторону. Вообще, даже ее сейчас, вот, как именно я пока не был ни в Курган-Тюбе, например, ни в Кулябе, нигде. Но на данном этапе, что я видел, вот город Душанбе, этот город сейчас небо и земля. راستی دوستان گرامی سالها میگذرن انسان هم دیگر میشود شکلی آدم دیگر میشود نمودی آدم دیگر میشود من راست پیلیوگی رو نشناختم وقتی به من گفتن که الکساندر پیلیوگین در همین جا است من خرسند شدم خوش آمدید به تاجیکستان دور پجال تاجیکستان Рахмати Колон. رحمت کلام مبینه را فراموش نکرده است где мы живем? Я сейчас живу в Витебской области, Белоруссии, город Новополоцк. Похоже немножко на Ригар. Такой небольшой тоже, ну, немножко как при Советском Союзе города строились, вот такой же городок там, в Белоруссии. Такое ощущение, что как будто вы приехали в другое государство, это не ваше родной? Это родное, это больше, чем родное. Это я вырос здесь, родился в Ригаре. Но здесь, конечно, вот Душанбе, Памир Душанбе связывало очень много. Так что, как Володя говорит, с большой гордостью прихожу и за Таджикистан вообще болею. Есть возможность какая встретиться с друзьями, вот встречаемся. Так что счастлив, очень счастлив, что вот опять побываю здесь на родной земле. А вы часто встречаетесь с друзьями? Ну, в основном как, вот встретился вот, воочию только сейчас здесь. А так в основном телефоны, скайпы, интернет, вот все. Единственная еще возможность была, когда Ригар чемпион становился, в Москву встречались на Кубке Содружества. Вот понял. Ну, где работаем, чем занимаемся? Или закончили, или футболист, переклафист, на другое? Нет, то же самое. Закончил уже с футболом, а занимаюсь тренерской работой. С детьми, и взрослая команда раньше была, там команда первой лиги в Полоцке. Ваши пожелания для наших зрителей? Здоровья всем, удачи, счастья, как можно больше встреч вот таких. Очень приятно. Спасибо. Ама чераҳо шинос ҳастанд ва гуфтам ки ҳоло дар назди шумо Азамат Абдураҳимов аст. Шумо фаромӯш накардаед ки як бозингаре омад Азамат Абдураҳимов дар раҷи дастаи Помир. Мо барои ҳунарнамоии ӯ кавкӯбии зиёде мекардем. ӯ ҳарчанд дар дастаи Пахтакори Тошканд бозӣ мекард, баъдан дар Помир Душанбе дар дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳам бозӣ кард, ба дарвозаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон гол ҳам задааст. Абдураҳим Азамат Абдураҳим, добро пожаловать в Таджикистан. Я с 91-го года не был, поэтому с удовольствием, вот приглашение, которое было на эту игру, с удовольствием приехал. И сейчас Душанбе не узнал. Такой красивый город стал. И очень здорово, что вот друзей встретил, с кем не виделся, с кем вместе играли. Поэтому для нас это праздник. Праздник и таджикского футбола, и Памира, и вообще праздник футбола, наверное. Азамат, вы помните вот голи, которые забили в составе Памира? Да, конечно. Наверное, самый памятный гол, это гол, когда мы обыграли Динамо Киев 2-1 здесь. Я забил гол решающий, мы выиграли, и потом оказалось, что этот гол был 50-м голом Памира высшей лиги. То есть юбилейный гол забил. И где-то, наверное, тоже в историю вошел. Да, на две истории. Вот потому что сотого гола уже не было. Союз развалился, значит, мой гол юбилейный остался. Вот. Была очень хорошая игра. Мы проигрывали по счету 1-0. Потом, значит, Батуренко забил 1-1, и я забил решающий 2-1. И еще было очень приятно, что эта игра была вот проводы Вазгена Манасяна из большого футбола. Это вот, по-моему, май 91-го года. Спасибо за гол. Вот какое ощущение сегодня? Вот все футболисты Памира почти здесь.
Но это здорово, что встретились, с кем-то давно очень не виделись. С Муксином мы дружим, постоянно видимся. Поэтому с Хакимом он у нас работал в Узбекистане, с Хакимом тоже виделись. А других ребят, и Толика Воловоденко, и Алимджон, и Олега Шеренбекова не видел давно. Поэтому это радость, то, что можно было встретиться. Спасибо Федерации футбола Таджикистана, спасибо всем руководителям, что такой праздник сделали для нас. И я думаю, что это и для молодых футболистов, вот то, что мастер-класс сейчас, да, и это вот славные традиции Памира, таджикского футбола, они должны продолжаться. Это здорово. وقتی که درباره الگ رمانسف میگیم در بدن آدم مرغ میدود میگد این ستاره فوتبال جهانی چگونه به دوشنبه اومد و امروز خوشبختیم که او هم در قطار این فوتبال بازان به دوشنبе اومده است. Будьте добры, вот ваши впечатления о Таджикистане, вот вы несколько здесь были, раньше были и вот сейчас. Ну, я попал как будто в другой город, потому что он изменился в лучшую сторону. Мне первый раз удалось проехать по Душанбе, это красивый, очень красивый город оказалось. Потому что когда я работал и играл, это гостиница, стадион и аэропорт, все. В этот раз удалось посмотреть и природу вашу, и Памир ваш знаменитый, и город очень хороший. Так что изменения огромные в лучшую сторону. А помните вот те игры, которые вот были в Душанбе? Я помню игру и когда я играл, и когда работал в «Спартаке» Орджоникидзе, и когда работал в московском «Спартаке». Я бывал здесь довольно часто. Но, повторяю, последний раз был давно, и поэтому изменения меня очень порадовали. Добро пожаловать в Душанбе. Спасибо большое. Я давно не был в вашей столице. Поражен преобразованием, которые произошли. Это все очень красиво, здорово. Огромное впечатление оставило вот это занятие академии или школы, как она называется. Академия. Академия. Великолепные условия. Я посмотрел базу сборной. То есть футболу уделяется очень большое, чувствуется большое внимание. И самое важное, вот начинать с них, потому что силы футбола вашего будет заключаться вот в этих мальчишках. Может быть, из них и не выйдут большие мастера, но оторвать их от улицы, оторвать от неприятных занятий. И футбол – это командная игра. Здесь они познают и чувство локтя, чувство дружбы. Оно может сохраниться и на всю их жизнь. Но самое главное – это, конечно, национальные кадры. Потому что если не будет своих футболистов, будет, конечно, беда. Можно приглашать легионеров, которые будут решать судьбу той или иной команды, но пока вот эти ручейки не вольются в национальную сборную, далеко футбол любой страны. И если взять за пример немцев, которые стали чемпионами мира, вы посмотрите, сколько у них, в общем-то, игроков, которые пошли из молодежной команды в национальную шагнули сразу. Вот это и есть рост мастерства через ступеньки, но к высшей вершине национальной сборной. Я желаю добра, здоровья, удачи всем тем руководителям, кто сделал эту прекрасную академию, кто заботится о национальных кадрах. Честь им и хвала, спасибо. خب ولی تورسونوف رو شما خوب میدونید ما چندین وقت درباره این کس معلومات داریم بعدی هم که از وظیفه نایب президент Федерации футбола Таджикистана در کنار شدند و با خواهش خود رفتند. ولی Рудашевич, мы давно о вас не слышали. Сейчас где вы находитесь, чем занимаетесь после того, как уехали с Душанбе, не знаю, или... Не, ну сначала я подлечился, в принципе, все нормально, сейчас помогаю, вхожу. У нас комиссия по детскому футболу в Российской Федерации при РФС. Ну так вот помогаем. У нас есть такие программы по фестивалю, в общем, по детскому футболу, по соревнования проводим, семинары, курсы, вот это все, в принципе, тоже начинаем. То есть вы работаете в Российский футбольный союз? Да, да, да. А как все дети тоже уехали или вы здесь? Не, ну, дети там были в России, поэтому мне... А что вы хотите пожелать нашим зрителям, которые ждут сегодня все помирятся здесь? Ну, я думаю, что игра будет хорошая. Я благодарен, что Федерация футбола, посольство Российской Федерации в Таджикистане организовали такой матч. Не то, что мы так встретились, некоторых я не видел там 15-20 лет. И мы узнали, кто как живет, и я думаю,
многие просто рады были сюда приехать, и приехали, увидели базу, например, нашу базу бывшая сейчас находится Истеклол, да. Так, я просто... Молодцы, я думаю, что на правильном пути сейчас федерация. И я рад, что она движется вперед. Столько мероприятий проводится, начиная от детских фестивалей, я много вижу. Потом вижу, вот Шальке сюда приезжала, вот организовали впервые матч ветеранов Памира. Могу только пожелать удачи. Акай Наримон ба Тоджикистон хуш омадед. Рахмат. Ба забони русӣ гап мезанем тоҷикӣ? Забони тоҷикӣ гап мезанем, ама интервю руси да, интервю метем. Наримон ака, добро пожаловать в Таджикистан. Как вы приехали сюда, с каким ощущением? Я хочу поблагодарить всех организаторов этого турнира. Великолепно организован. Это исполнилась мечта наша, ностальгия. Мы долго хотели приехать сюда, и мы приехали, и сегодня увидели своих друзей. Это большой всплеск эмоций. Я думаю, что, и, во-первых, очень гостеприимно, и то, что было 20 лет назад, и сегодня, это очень большая разница. База Алмасы, это великолепная база. Город изменился, очень красивый. Турнир организовали нашему другу Юрмамадова Алику. Да. И сегодня этот матч, я думаю, многочисленные болельщики будут рады такому турниру, потому что это, будем говорить, многие звезды советского футбола. Их можно перечислять: Сергей Шаулов, Юрий Гаврилов, Алексей Чередник, Валерий Турсунов, Валерий Вазгетурс, Валерий Шмаров, наши, Муксим Мухаммадеев. Ну, всех ребят можно перечислить. Сколько лет в Таджикистане не были? Я 24 года не было. Я сегодня очень приятно удивлен, что все растет, все строится. И самое главное впечатление — это люди, это наши друзья. Всем спасибо большое. А как вы воспринимаете родину? Родина, что это такое? Родина, вот если сказать честно, мы сегодня, можно сказать, вернулись на родину, где провели свои лучшие 35 лет. Я уезжал отсюда. Поэтому для меня это частица родины. Я с Крыма привез сюда немножко земли на кладбище своих предков. И сегодня буду уезжать отсюда, тоже возьму землю, повезу в Крым. Спасибо. Есть родственники здесь, в Таджикистане? Родственники практически все уже там. Есть люди, которых мы знали, наши друзья близкие, наши воспитанники, наши соседи. И я считаю, что они мои родственники все. Это была большая страна, в которой мы все жили, и думаю, что мы все родственники. Что в вашей памяти осталось от Памира? Какие фрагменты игры, не знаю, ваши, или что можете вспоминать чего-то? Конечно, для меня быть в составе футбольного клуба «Памир» — это была большая честь. Это была первая команда республики. Я благодарен тренерам Владимиру Алексеевичу Гулям-Хайдарову, Марку Саичу, Тунису, Шариф Назарычу и всем ребятам, кто работал в команде. Я вспоминаю, какое было огромное желание играть в этой команде. Пусть это были 5 минут, это были 30 минут, но это была команда, которую я любил. Это, я думаю, что любой мальчишка мечтал играть в Душанбинском Памире. Поэтому лучшие времена, я думаю, что это и лучшие годы нашей жизни, это футбольный клуб «Памир». Андрей Ванаников, добро пожаловать в свой родной Таджикистан. Спасибо, Не соскучились? Спасибо. Очень. По Таджикистану? Очень. 18 лет не был, сейчас приехал, как будто первый раз приехал. Вообще все изменилось. Изменилось все в лучшую сторону, изменилось вообще сказка. Играть в футбол не хочу, называется. Честное слово, очень хорошо. Про базу вы говорите? Вообще про все. А база в том числе, база вообще изумительная. Изумительная. Наверное, все зрители спрашивают, чем занимается Андрей Манаников, где он находится. Давно у нас информации нет. Играю в Питере за ветеранов. Ну и по большому счету все. И работаю на заводе, асфальт выпускаю. А уже вы знаете, какие виды асфальта бывают, да? Как же, конечно. Специалист по асфальтам. Да. Бывший футболист, вратарь. Каждый человек в жизни должен делать то, что он умеет. Как семейное... Это хорошо. Как семейное положение у вас сейчас?
Дети, взрослые, двое. Один женился, вот 8 августа свадьба была. Второй пока еще ходит. Еще внуков нет? Пока нет. Хотя хочется. А вы часто встречаетесь с помирцами раньше, которые играли или нет? Я больше встречаюсь с обслуживающим персоналом. То бишь это Гафур Ганиев, Назар. Вот так в основном. Ну, нет, когда приезжают Рашид Рахимов, когда приезжает Хаким Фузайлов. Вот так где-то с ними пересекаюсь. А вот зрители смотрят, говорят, Мананик, что нам скажет нового? Что вы хотите им сказать? Я хочу сказать не нового. Я хочу, что я не изменился. Такой был Манан, такой Абдуманон и остался. Ничего нового нету. Только единственное, волосы не растут, и все. Спасибо. Желаю вам успехов. Я рад вас слышать всех. Спасибо. Давай. Вазгинако, давайте я стану менеджером. Деньги можно зарабатывать. Я пока для Республики Таджикистан я бесплатно. Тем более для сына трофей. Вообще. Это для Украины. Брат, ты все сбил, брат. Ты меня... Как скажешь, деньги он сбивается. чеҳраҳо, ситораҳо дар миёни бозингарони дастаи овозадори Помири Душанбе ҳузур доштан ба кас рӯҳи тоза мебахшид. кӯшиш менамоед ки дар бораи ҳама паҳлӯҳои зиндагиномаи онҳо маълумоти муфассал дастрас намоӣ то мухлисон низ аз он баҳравар шаванд. ҳарчанд ӯ аз дастаи Помир ба дастаи Торпедо Москав рафт, мо ба Торпедо мухлисӣ мекардем. яъне мегуфтем ки он ҷое ки Алек Ширинбеков аст бояд дастаи ӯ ғалаба кунад. имрӯз мо баъди чандин вақт, чандин сол Алек Ширинбековро дар Душанбе мебинем. хуш омадед ба Душанбе. Добро пожаловать. Давно не были в Душанбе? Ну как давно? В прошлом году был здесь, уехал в ноябре, работал у Стеклоли полгода. Сейчас в Москве. Уже успели родных увидеть? Да, вот сейчас получилось так, что попросил друзей, чтобы они меня быстро отвезли в Шахринау. На 5 минут, на 10 минут зашел, поздоровался с родными и уехал. Какое уж ощущение у вас? Вот играете вы с Памиром, который вы раньше играли? Это возврат назад, 84-85 год, так я думаю. Потому что вот в то время вот практически все ребята, которые здесь присутствуют, тогда мы играли в одной команде. Ощущения прежние? Ну, мы же друзья, мы же здесь росли, мы же воспитывались в Таджикистане. Поэтому так, кого-то 10 лет не видел, кого-то 15. А когда видишься со своими друзьями, близкими, хлеб-соль кушали, и горесть, и радость, все вместе было. Поэтому здесь все хорошо. Как вы считаете, Родина – это что? Ну, Родина – это то место, где ты родился и воспитывался. А некоторые считают, где ты зарабатываешь и живешь. Ну и у каждого свое мнение. У меня мнение, что Родина там, где ты родился. Это ваша Родина, Таджикистан? Да. У меня и в паспорте написано, что я в Таджикистане родился. Поэтому здесь никуда не денешься. Это есть Родина. Это есть настоящая Родина. Вы сейчас чем занимаетесь? Я тренирую команду, которая играет в Москве на первенство Москвы в 4-й лиге. Это до 21 года ребята. С ними занимаюсь. Авента 2000. Уже вы дед или нет? Не, еще нет. Не хочет меня дедом делать сын. Он сказал, 25 лет женится, вот как раз в феврале 25 лет будет ему. Посмотрим, женится, не женится. На таджичку? Да нет, он в Москве живет. А вот часто вспоминается вот игры Памира. Это у вас что в период, вот, когда вы думаете о Памире, чего больше всего вы вспоминаете? Ой, про Памир вспоминать, ну, те 2,5 сезона, которые я провел в основном составе, ну, для меня это была большая школа. Я учился, мне подсказывали. Я рос вместе с командой. Дорос до Торпедо Москва, до сборной Советского Союза. Поэтому лучшие годы, я считаю, были здесь, в Душанбе. Пожалуйста, вот две камеры смотрят на вас. И через них все зрители смотрят на вас. И что вы им хотели передавать? Я хотел бы всем любителям футбола, и не просто футбола, а всем жителям Таджикистана, самое главное – здоровье, здоровье и здоровье. Чтобы все жили в мире, без войны
и чтобы небо всегда было чистое над головой всех. А так, любите футбол, играйте в футбол, живите в футбол. бинандагони гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи аввали як таърих дар бораи дастаи помири душанбе футболбозони он ба анҷом мерасад. ин наворҳо ҳанӯз соли 2014 рӯи навор омаданд ва гуфтан ба маврид аст ки дар давоми ин 5 соли охир шояд дар ҳаёти футболбозони дастаи помир дигаргуниҳо ворид шуда бошанд, аммо дар барномаҳои минбаъда дар ин бора ҳам ба шумо хоҳем гуфт. вале ин барномаи як таърих аз ҳунарнамоии дастаи помири душанбе охирин нест. мо тасмим гирифтаем ки боз барномаҳои дигарро дар бораи ҳунарнамоии дастаи помири душанбе ҳам дар лигаи якум ва ҳам дар лигаи олии чемпионати абарқудрати иттиҳоди шӯравӣ бо номи СССР ба шумо ҳарф занем. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.